Так что имейте в виду, рекомендую. Давайте я скажу. Ага. Пожалуйста. Расскажите, пожалуйста. Меня зовут Турсунбек. Я мастер по производственному обучению. Это профессиональный технический лицей номер 100. Чему мы обучаем? Да? Электромонтажников, электрогазосварщиков и слесаря по ремонту автомобилей. Также есть монтеры, то есть если там где-то в гидроэлектростанциях, там, то, пожалуйста, да, то есть наше преимущество. Есть 3-годичное обучение. У нас получается 2 специальности: электромонтажник, электрогазосварщик. В дипломе так и прописывается: электромонтажник и электрогазосварщик. Второе, мы даем аттестат, что он 11 класс окончил. То есть дальше он может параллельно с нашим дипломом работать, параллельно на заочке, допустим, в университете там, по какому-то ему интересующемуся направлению на высшее образование, то есть учиться. Можно, допустим, также, допустим, с нашим дипломом работать за границей. Там, год проучился, проучился, год поработал, опыта набрался, то есть и все, то есть в Европе, там, в США, там, не знаю, там, в Южной Корее, то есть везде требуется. Я сам участвовал в форуме по миграции, и там первое, говорит, основное требуется строители, оказывается. Второе – это медики, то есть если ты медик, если строитель, тебе дорога открыта, то есть всегда нехватка, то есть мастеров. Даже вот недавно вот смотрел по Южной Корее, у них старые вот эти, оказывается, работники остались, мастера, да? Они говорят, если вот мы сейчас уйдем, но поколение не хочет на стройку идти, то есть у них острая нехватка мастера. Допустим, сварщики, именно ручная сварка у них ценится. Нельзя заменить роботами, компьютерами, технологией, да? Вот Как? именно... Да, вот, да. И это у них высокооплачивается, $5000 в месяц, то есть, получает. Расскажите, пожалуйста, что за оборудование вот это вот? Тяжелый, да? Вот все Да. привезли. Ну, смотрите, наши студенты, это прежде всего наши учащиеся, это будущие профессионалы. Поэтому я их обязательно знакомлю с профессиональными инструментами. В ходе учебы они на практике обязательно работают ими. Это углошлифовальная машинка, в простонародье болгарка. Вот. Здесь есть электронный тормоз, смотрите, то есть он быстро останавливается. Второе, вот это вот расположение, то есть рукоятки, это самое безопасное считается. То есть он работает, вдруг он остановился, дальше он не поедет, если с руки упадет, допустим, да. В-третьих, это 40-вольтового, то есть это новая, да, XGT-система. Значит, это что обозначает? Больше мощности и аккумулятора на больше хватит. В-третьих, да, она аккумуляторная, но это не значит, что она слабая. То есть вот этот инструмент даже на низких оборотах, если есть регулировка оборота, для некоторых оснасток это важно. То есть. И вы выставляете даже на самом низком обороте, его сложно остановить, то есть настолько она мощная. То есть. Это фирма Makita, получается. Дальше ударная дрель шуруповерт. Это шуруповерт до этого года он считался самым мощным. Сейчас уже более мощная модель вышла. Что она нам дает? Иногда нам нужно сделать, допустим, отверстие на стене, там, на кирпиче, допустим, да? Около 10. Не обязательно тащить 2 инструмента, можно вот шуруповертом обойтись. Просто режим удара выставляем, видите, молот не просто так нарисован. И все, то есть вы спокойно, то есть делаете отверстие на штукатурке, допустим, там, на стене, там, на потолке и так далее, да? Сейчас, в данный момент очень большое востребование идет именно по вашей специальности, да? И вы, оказывается, готовите таких профессионалов, они уже, будучи уже учениками, студентами, на профессиональных оборудованиях, оказывается, работают. Сейчас да? это актуально, во-первых. Во-вторых, энергия, энергетика, то есть она всегда нужна вот людям, да? Ее кто-то должен вот обслуживать, вот это, устанавливать и так далее, да? Конечно, мы стараемся Сейчас такое время, просто видите. Раньше мастер делал все, да? На все руки мастер был. Сейчас, получается, всю нашу работу делает оборудование. Мы, грубо говоря,
должны просто уметь правильно работать с этим оборудованием. Вот как раз мы этим и занимаемся, то есть учим, знакомим, то есть как из чего они устроены, то есть что для чего требуется и так далее. Многие, допустим, сомневаются в том, что аккумуляторные инструменты, допустим, они слабые и так далее, да? Но сейчас техника дошла до того, что вот, допустим, вот у меня пила есть дисковая, 5 доску, там 10 метров в легкую, то есть прорезает, то есть, поэтому вот такое вот дело. Или, допустим, 2 перфоратора, да, одной фирмы. Один, допустим, электрический, другой на аккумуляторе. Но на аккумуляторе оказывается мощнее. Почему? Потому что там двигатель идет бесщеточный, а бесщеточный двигатель, он мощнее, то есть, в отличие от щеточного. Вот и получается вся разница. Обучайтесь в лицее номер 100. Вот ученики, очень много возможностей. Как вы видите,